Друзья, привет! У нас сегодня немножко незапланированный, но очень важный подкаст, который мы записываем по горячим следам одной очень важной же и серьезной истории. Сегодня ко мне пришли Бора Кайтукти, которого вы раньше знали как Борю Кайтукова, и Вале Газати, общественное движение НИВС, они же бывшие главные участники молодежного крыла организации Стырныхас. Я знаю, что вы очень не любите эту историю, и когда этот лейбл ставят, но принципиально важно об этом было сказать. Контекст, чтобы вы опять же понимали, друзья дорогие, которые нас смотрят. Несколько дней назад Боря опубликовал петицию в интернете с призывом о немедленном расформировании руководящего состава организации Стырныхас, либо же все организации, надо понимать, да, с точки зрения... Ну, на данный момент состава организации. Да, о том, почему Боря и Вале расскажут сами, я просто хочу, чтобы мы здесь зацементировали некоторые моменты. Первое, мы будем обговорить, безусловно, об этом. Мы попытаемся понять, почему вы здесь, я, Вале, тебя включаю тоже, потому что я знаю, что вы совершенно синхронно с Борей мыслите в этом направлении. Почему вы настолько категоричны? И почему ваша категоричность, а, наверное, правильнее сказать, наша категоричность, она совершенно безальтернативна. Мы поговорим о том, как Стырныхас, новейшей его истории, со времен, скажем так, последних 5 лет, как он пришел к тому, что люди, которые работали в его составе, молодежь, сегодня говорят о том, что эта организация, безусловно, себя дискредитировала. Борь, давай с петиции мы начнем. Как это произошло? То есть это ведь не спонтанное какое-то решение? Нет, не спонтанное довольно-таки. Почему я решил написать эту петицию именно сейчас? По последним событиям, опять-таки, драки сына Вячеслава Зелимхановича и сына Жириновского, то есть в одном моменте Стырныхас сразу решил, кто из них прав, кто виноват, не дожидаясь каких-то следственных действий, насколько я знаю, там возбуждено дело было. То есть там им не понадобилось время, они сразу поняли, на чьей они стороне, кто прав, кто виноват. А вот в последующем инциденте уже с угрозами журналисту Тимуру Стырныхас почему-то решил дождаться каких-то доказательств и еще чего-то. Ну, как по мне, это поведение двойных стандартов. И вот это меня очень сильно расстроило в очередной раз, и мой писательский дух не смог воздержаться от этой темы. Валя, а вы почему, кстати, эту богоугодную организацию в свое время покинули? Давай сразу этот момент проясним. Я скажу, почему спрашиваю. Сейчас велик будет соблазн у кое-у-кого, как говорят любители власти, у третьих сил, да, у них будет велик соблазн начать говорить. Но вот сейчас Боря и Вале просто такую обиженную позицию занимают, и поскольку что-то у них там стряслось с организацией Стырныхас в прошлом, они вот решили теперь почтенным старцам, как Эрдоган Путину, ножом в спину ударить. Не знаю, Эрдоган Путину или Путин Эрдогану, но ситуация такая, вот то, что сказал вот сейчас Борис, это не то, что двойные стандарты, я даже могу назвать это лицемерием. Если говорить, называть вещи своими именами, это вот чистой воды лицемерие. Потому что Стырныхас трактует так, как ему угодно. Точнее, угодно только одному, не только Стырныхас, может, он весь Стырныхас об этом и не знает, но угодно только этому Руслану Кучиеву. Не по-народному, грубо говоря. Эта организация была создана не для того, чтобы она была провластная. И никаких обид, вообще, в принципе, никаких обид и нет. Эта организация была создана для того, чтобы выражать волеизъявление осетинского народа. А сейчас, на данный момент, эта организация изъявляет волеизъявление определенного круга лиц. Мы все знаем, кого. Вот и все. Что касается петиции, эту петицию, наверное, надо было раньше делать. Вот я посчитал нужным, что после вот этих событий, которые он перечислил. Вы когда вышли? То есть просто правда хочу зафиксировать. Мы не выходили. Мы не вышли, нас выгнали оттуда. Не, нас не выгнали, нас попросили. Меня пригласили вообще на конференцию о проблемах традиционной веры как председателя комитета. Я подготовился, у меня речь готовая была, все.
И при этом на тот момент Руслан Кучиев тогда был, кажется, в Турции какое-то время, вернулся, у нас были какие-то вопросы, хотели что-то с ним согласовать, и он по-астински, как говорят, випайда перестал на связь выходить. И мы нашли себе место, где сами собирались, то есть продолжали работу, все. Тут я прихожу на конференцию, где мне, естественно, надо было представиться перед речью, и встречаю там Руслана Кучиева, который меня отводит в сторону и ставит меня перед фактом, что мы, говорит, расформировали вас. На вопрос, почему, он мне неоднозначно ответил: вы, говорит, занимаетесь политикой. Я говорю: хорошо, а чем должен заниматься Штырнахаш? Он: вот традициями, там, культурой, еще что-то начал перечислять. Я говорю: Руслан, я все понимаю, ты старший, я младший, но, как мне кажется, ты заблуждаешься, потому что первостепенная функция Нахаша всегда была политика, то есть общественное состояние народа, что происходит, какие процессы идут, как на них реагировать. Это политика. Классического Нахаса, да? Да. Нахаш тот, который он должен быть. Получается, да, его же словами это номенклатурный Нахаш, потому что они не выполняют основную функцию, возложенную на него. И я хорошо помню, тогда вышел выступать, меня Тамерлан Цгоев, он был председателем этой конференции, и он меня спрашивает, просит: представься, говорит, не все знают, кто ты. И я запнулся, даже не знал, как представиться, и сказал, как есть. Я говорю, даже, не знаю, хорошо ли это или плохо, но уже, бывший председатель молодежного крыла, и там и из парламента кто-то сидели, из правительства, и все начали смеяться и хлопать мне. Вот так и произошло. Валя, что к этому привело? Просто я пытаюсь понять хронологию событий. На твой взгляд, что именно стало последней каплей для этих номенклатурных господ из Штырнахаса? Все эти последние события, которые... Просто расскажи о них, напомни людям, то есть чем вы занимались? Как и сегодня занимаемся общественной деятельностью, которая не нравилась. Это тогда это все было в рамках молодежного комитета Высшего совета Осетин. И наша деятельность не нравилась тем людям, которые, наверное, тогда были. Кто получали повестку о прокурорской проверке? Это история про праздник Баварии? История о празднике Баварии одна из. История розыгрыш сети Лукойл и тому подобное. Их много. Когда мы говорим, о том, что эта организация абсолютно... Я писал сам об этом, то есть тут даже на себя буду ссылаться, о том, что это абсолютно аффилированная с властью структура, чем по определению классический осетинский Нахас просто не может быть, иначе это дискредитация, самой идеи. Я сразу вспоминаю интервью с Русланом Кучиевым, мое двухлетней все-таки давности, когда Больше 2 лет. Да, мы разговаривали об институте Тархона в Осетии, когда мы разговаривали о таком культурном феномене, как ходы, то есть объявление всеобщего общественного порицания или же бойкота, выражаясь другим языком. Это для тех, кто вдруг не знает, я допускаю, что у нас есть слушатели, зрители, которые это не знают. Он высказал мысль такую совершенно парадоксальную, и я тогда не мог скрыть своего удивления. Мы на примере дела Цкаева, я думаю, вам близок будет этот пример, с ним говорили. Я спросил: Руслан, вот смотрите, вы говорите, что если вы отсылаете меня к исконной осетинской традиции, выражение презрения и порицания мерзавцам, негодяям, преступникам, тем, кто презрел абсолютно все общественные морали и перешел грани. Вот люди в форме, при исполнении, которые до смерти запытали у себя в околотке Владимира Цкаева. На ваш взгляд, прямые кандидаты на то, чтобы им объявили коды? Кто как не они? На что Руслан Кучиев мне говорит: нет, потому что мы не можем этого делать, не дождавшись решения светского суда. Парадокс. А как он тогда объявлял коды Эдельштейну? Это и есть вопрос, это то, о чем, Борь, ты говоришь. Я даже не хочу заезженную формулировку «двойные стандарты» здесь использовать, я просто хочу понять, и на ваш суд вынести эту мысль. Это просто такая форма сервильности и такая форма чинопочитания, когда общественная организация становится просто очередным винтиком в механизме власти и просто так беззаветно обслуживает его интересы. Так получается? Во-первых,
как Руслан при нашем личном знакомстве нам утверждал, что мы вообще пришли туда тогда на то собрание с претензией, почему по делу электроцинка и полное игнорирование, и по делу Цкаева. Напомните, вот просто еще раз, я знаю, что все равно не все это видели. История молодежного комитета ведь началась с того, что вы... Я сейчас буду утрировать, вы правильно поймите, что вы таким коммуникационным штурмом взяли то заседание. Да, Валерий? Я же или я утрирую все? Заседание, которое... Да, когда вот самый первый раз. Да мы никакого штурма. Коммуникационным, я Они объявили о собрании. Ни коммуникационном, ни вообще в никаком варианте штурм нельзя произнести. Они объявили, что хотят пообщаться с молодежью. Почему-то, зная нас, все нас это проигнорировали. Мы случайно узнали. Мы это узнали в самую последнюю очередь. Точнее, Боря узнал и всем нам сказал. И мы решили просто поучаствовать. Задать те вопросы, которые нас интересовали на тот момент. В принципе, которые мы задали. И почему-то потом в тот момент сразу появилась информация, что там должны быть танцы. И вот все это общение прекратилось в течение 20-30 минут. Потом через какое-то время они это перенесли на второй этаж. Вас там не ждали, мягко говоря. И это мое личное ощущение от видео, которое я посмотрел. Честно говоря, я кроме нас там молодежи и не видел. Ты было там? Там в основном все старше нас были, большинство. Там были какие-то люди. То есть там далеко не молодежь. Да. Там молодежи не было. Нас пришло там человек 8, нас, наверное, было 7-8 человек. И остальные были, 45 плюс. И я не знаю, если для них это, наверное, для них это молодежь, да, они хотели с такой аудиторией пообщаться. Вот на той самой встрече, когда мы познакомились, ребята уже знали Руслана лично. Я совсем недавно уже был с ними на тот момент, и я с ним познакомился в тот день. И на одну из моих претензий, что они ничего не делают, никаких инициатив не продвигают, и на мой вопрос, почему вы есть, он мне отвечает, что координационный состав из 97 человек выбрали в районах, а в зале порядка 100 человек сидело. Я в тот же момент поворачиваюсь к залу, я говорю, кто-нибудь о выборах слышал, кто-нибудь голосовал, и все начали смеяться и говорить, что нет. Я говорю, хорошо, дальше. А меня, говорит, назначил глава на тот момент Вячеслав Зелимханович. Так сказал? Руслан. Отсылка к моему с ним интервью снова. Это важный момент. На мой прямой вопрос о роли главы республики. Конкретно Вячеслава Битарова, но в принципе о роли любого главы республики в жизнедеятельности организации Стырнехас, там ответ был абсолютно очевидный, что мы отделены как церковь от государства, знаем мы, как она отделена, да. И, соответственно, глава никакого отношения к моему назначению не имел. Просто он же сам тогда лично нам сказал, меня, говорит, поставили. С главой консультировались, конечно, да, но нет, назначить нельзя, потому что это выборы, и мы согласно процедуре поступили. То есть просто я... нам он тогда сказал так, на что я подытожил. Тогда, говорю, друзья, у меня к вам только одно предложение. Уберите, говорю, из названия организации слово «Нахаш», и к вам никакой претензии больше не будет. После чего он решил позвать нас поработать вместе, посмотрим, что из этого получится. То есть создание этого комитета тоже не было нашей инициативой? Вру. Не сразу предложил. Он сначала попросил у Битарова охраны из-за нас. Он почему-то... В прямом он просил у Битарова. Ты это не можешь утверждать, ты же... Я могу это утверждать, я знаю об этом. Он реально боялся за себя и за нас. Я не знаю, вроде мы ему там физической расправой не угрожали, но он почему-то решил попросить охрану. На что Вячеслав Зелимханович тоже, как мне кажется, в тот момент поступил, посоветовал ему правильно. Он сказал, рада, поработай с молодежью, они сами к тебе пришли, в чем проблема? И вот тогда к нам поступило предложение сформировать из нас комитет, уже на тот момент действующий. То есть мы сами не создавали, не просили ничего создавать, нас пригласили. Пригласили в эту организацию. То есть ваше создание это была инициатива Битарова? Получается так. Да.
Почему нас изначально все называли битаровскими? Меня лично сколько раз называли, я до сих пор на районе, меня некоторые в шутку так называют. Потому что, уже нету, глава уже. Потому что, это аффилированная с нынешним на тот момент командой главы, то есть их человек во главе организации, плюс еще мы туда попадаем, значит они битаровские. То есть вас создает Битаров, и после этого вы пишете заявление на прокурорскую проверку по Баварии. Прямо нож в спину. Как сказал вот Руслан, да. Как Эрдоган Путин. Я надеюсь, сарказм понятен. Два момента я хочу ваше внимание здесь заострить, наши всеобщие, и об этом порассуждать. Вот у каждого из вас, и из нас, давайте даже правильнее, был, наверное, все-таки момент самого острого, да, неприятия этой структуры. Не нравилось много, но обязательно был момент, когда вот, опять же, Борь, вот у тебя это была точка с твоей петицией, это была история двойных стандартов с... Это просто итог такой. Да, с Эйдельштейном и компанией. Не У Вале надо наверняка было. Я вспоминаю один момент такой очень, очень важный. Я опять же говорил о нем с господином Кучиевым в интервью. Момент, когда они проводят очередной съезд. Помнишь, вот тот, он был внеочередной как раз, кстати, съезд. Нет. Съезд, после него? Да, когда к микрофону не пустили Олега Тезиева. Да. И не пустили Олега туда со следующей великолепной формулировкой от руководителя Стырнехаса. Здесь, в принципе, говорит, много достойных осетин, а меня не было в 90-е годы в Осетии, и я не очень хорошо представляю вообще, кто такой Олег Тезиев. Я не очень знал, кто это. Тогда вот такой вопрос к твоему вопросу. А если человек не был в 90-е годы, в трудные минуты, допустим, рядом с Осетией, то почему он должен возглавлять Штернехас, а его не должен возглавлять Тезиев? Да, и я еще тоже момент. Он бы мог быть, допустим, в Канаде, но всячески там гуманитарно помогать, как сейчас многие через... Он хороший, кстати, абсолютно проект помогали. делал в Канаде. Я такого не знал. Интернет-проект, например, которым он в Канаде занимался, сайт, тут при всем, скажем я не говорю об этом. Я к чему? Дай докручу мысль. Я к тому, что... А потом ты смотришь в этот президиум, который восседал на том самом съезде, и ты прекрасно понимаешь, что Олег Тезиев не попадает к микрофону не просто потому, что отдельно взятый Руслан Кучиев не вполне себе представляет, кто это, а ты понимаешь, что Олег Тезиев не попадает к микрофону на съезде Высшего Совета Осетин, потому что это человек, который им прямо там Кузькину маму может показать, как сказал бы Никита Хрущев. Это единственный Вот ты смотришь на этот президиум, и там сонмище номенклатурщиков. Это понятно, что... Понимаешь? И вот это моя капля была. Речь Олега Тезиева многим бы не понравилась, его вопросы многим бы не понравились. Да. Это само собой. Но не знать Олега Тезиева... Или прикрыться этим, да. Человек, который очень много, я считаю, что он очень много сделал для Осетии. Это герой. Один из современников, из наших современников, дай бог ему еще много лет жизни, которые, И это старший, Вале, важный момент. Олегу 70. То есть я сейчас это говорю именно из этих соображений. Это не 50-летний человек, не 40-летний. Это, помимо прочего, человек стырнехасовского возраста. Ты не дал бы мне досказать мою мысль. И ты не знаешь этого человека, и это то же самое, что, допустим, не знать из Суплиева, понимаешь? Не знать там Парпата, не знать Валеру Хубулова. Это то же самое. Как он этого не знал? Но интерпретация того, что я не знал и я не пустил, это вообще никакой критики вообще. У меня прям слов нету, я просто хочу материться. Это была моя капля, о каплях последних говорили. Вопрос вам обоим. Почему уровень авторитета сегодняшнего Стырнехаса таков, что эту организацию просто высмеивают все, кому не лень? Почему все пришло к такому? Да все же очевидно. Хоть одно резонансное дело в республике... Хоть в одном резонансном деле в республике за последние годы, я говорю не только за Север, но и за Юг, поучаствовала эта организация. В одном, по-моему, с вашей подачи и то.
И то, Под Скайпу, и когда то это, я высказались, это не ну да. очень засчитываю, простите, Ну да. конечно, но... Хочу напомнить, уйти немного в историю астинского народа. Был Дагомский Тархон, если мы уже Расскажи заговорили вкратце прямо, о да, что это. Тархон Дагомский был настолько влиятелен на всем Северном Кавказе, вот за Закавказье точно не могу сказать, что на Кавказе ходила такая поговорка, что если на Дагомском Тархоне не решат вопрос кровников, то его даже Бог не решит. И теперь переносимся в нашу реальность, когда есть Шторнахаш, Высший Совет Осетин, ну, такие аббревиатуры, что такое чувство, как будто ты сейчас туда зайдешь, и там, начиная от Исыплиева и Мамсурова, заканчивая Парпатом и Хубулом, все будут сидеть и бить грудь за свой народ, а по факту этого нету. Ни в одном деле, я же говорю. Вот поэтому они так и вы. Но при этом всячески раздавая грамоты, медали за заслуги перед Отечеством, перед Родиной. Я не понимаю, конечно, что за заслуги, но они раздаются. И вот этот резонанс в головах людей, то есть тут вы не высказываетесь, где это заботит весь народ осетинский, даже за пределами наших республик, а тут вы решили кому-то грамоту, еще с журналистами это преподносят, красиво, все, и, вот это и вызывает насмешки над ними, номенклатура. Вале, простой вопрос. Дело Джабиева, дело Цкаева, прямые выборы, список можно бесконечно продолжать. Почему они не вписываются в эти темы? Так, это же очевидно. Ну, дай объясни. Все намного просто. Это организация совковского типа. Партия сказала, надо делать, вот и все. Чем это гразит им? Чем им может это? Ну вот, я поэтому тебя спрашиваю. Бюджет организации почему-то... А грозит, если они это не сделают? знают. Нет, если они это сделают. Хорошо, если они впишутся в дело Джабиева, в дело Цкаева, что? Что Не, будет? рано или поздно их уберут с бюджета республиканского. Почему? Зачем? Потому что Ты они- если берешь и высказываешься по делу Джабиева, по делу там это Скаева, в нормальной что реальности. объяснит? Это в нормальной Что тебе реальности. кто В сделает? реальности Тебе просто лишать денег твоих? нашего политического режима, строя, государства, всем же очевидно понятно, что если такая влиятельная общественная организация, которая подпитывается бюджетом республики, начинает идти наперекор мнению местной власти, то ее просто уберут. Вале, перед тем, как ты скажешь, Боря, так там смехотворная ситуация в том, что вписаться в дело Цкаева – это не идти наперекор местной власти, потому что глава Вячеслав Битаров В первую очередь. 28 раз четко это осудил, например, на видео, Они понимаешь? вот они Нет, так это не... боятся, что они делают. Справедливости ради, Вячеслав Зелимаханович во всех резонансных делах он очень четко выражал свою позицию. Абсолютно. А что это мешало сделать Шторнахашу? Вот, ответь. У тебе- тебя есть ответ? У меня есть ответ. Ну скажи. Им говорят, вот в вашем видении есть вот это. Там проводить Праздники. в год один раз мероприятие на Хетага. Больше у них других этих мероприятий не знаю. И все. Дальше вот этого замкнутого круга вы не должны лезть. Вот они не лезут, все. Вячеслав Зелимханович высказался, а вам нельзя, потому что вы должны в рамках вот этого круга и не более. И все. Может быть, поэтому тогда в Осетии складывается интересная ситуация, когда лидерами мнений являются не старцы, я использую сейчас этот термин исключительно комплиментарно, не старцы, заслуженные из организации Высший Совет Осетин, а Сусанна Дудиева, Земфира Цкаева, да, и лист опять же продолжается, то есть те, кто... Майя Джабиева, Оксана Сотиева. Я сейчас неумышленно называю только женщин, вы понимаете, да? Может быть, в этом проблема, что голосом народа и проводниками идей народа становятся вот эти вот фигуры, понимаешь, а отнюдь не организация, которая должна была бы. Тот же Беслан, да? Почему сегодня, на ваш взгляд, матери Беслана Кто скажет матерям Беслана, не делайте Вот смотри, почему матери Беслана абсолютный моральный камертон Осетии, а Стырны-Хас это насмешка? Потому что матерям Беслана никто не спустит методичку и не будет говорить, вот делайте вот так. Они его просто пошлют.
Вот тоже мне сейчас такая мысль в голову пришла. Ты говоришь им, ну, я как бы уверен, что так и есть, что им говорят, тут не высказывайтесь, это игнорируете. Я почему-то уверен, ну, я просто, находясь в этой организации внутри, слушая, что нам пытаются донести, для меня парадоксально, вот они начинают хиштар рашту. Я больше чем уверен, тот, кто из внутренней политики их курирует, он явно младше них. Это однозначно. Вот. Ну, это не бывает логика вопроса вещей, да. хиштар рашту, хиштар анвайзав кутканаш. То есть, ну, в нашу сторону уже это работает, Конечно. а почему в ту сторону? Это же не знаменитый, да, работает? Валет, тезис. Буквально вчера в эфире у Заура Фарниева в очередной раз он прозвучал. Вы, говорит, конечно, ребята молодцы, сказал один из его слушателей, но вот как можно, вы младшие, почему вы в принципе обсуждаете старших? Ну, это, понимаю, это из категории шушут. Я так скажу. Это сейчас, дорогие друзья, был внутренний юмор, который мы бы с огромным удовольствием раскрыли полностью, но страшный наш цензор в лице Алика Пухаева все равно это вырежет. Я же вчера в эфире, объяснил, что, как по мне лично, это неправильно, что априори любой хиштар априори прав перед любым младшим. Так не может быть. И исходя Человек, если, допустим, представим такую реальность, что приходит во главу республики кто-нибудь в мегамасштабах коррумпированный со своей командой, начинается распродажа муниципальной собственности, земли забирают, все происходит. Короче, всем очевидно, что разворовывают республику. То есть я как младший не могу сделать ему вайзов, потому что он просто раньше меня родился, но это же абсурд. это смешно, Борь. А это преподносится теперь так, я как это просто вижу, нормальные старшие, именно что мы вносим в это слово «старший», когда его употребляем, такой старший, в любом случае, если младший даже, у него есть вопросы, он его посадит и выслушает, и если он ошибается, он ему донесет это словами. Теперь же вот эта тема хиштар рашту, хиштар мафаштамазуранна, я это воспринимаю как, когда младший прав, а старшему ответить нечего. Такое последнее прибежище Он как уже, да. щитом прикрывается, как ты против старшего. И это лично мое мнение и восприятие. Давайте резюмируем тогда, Вале, что нужно сделать для того, чтобы... Маленькая ремарка вот на слова Бори. Старший должен показывать младшему то, что он должен делать сам. В старших на сегодняшний день я могу назвать Славу Джанаева, Олега Тезева, Хаджимурата Гацалова, который... Хаджимурата Гацалова муфти, ты имеешь в виду? Да, конечно. У меня нету никаких предубеждений. Вот то, что... Вот меня еще вот это смущает, почему в Штырнахаще нет никого. По религиозному признаку, понимаешь? Есть вот это настоящие старшие. Я знаю Олега Тезева, я лично с ним познакомился по Албегову Асланову делу. Он просто до мозга костей старших. Хаджимурат Гацалов не раз высказывался о всех тех проблемах, которые касаются нашей Осетии маленькой. Слава Джанаев, то же самое. А вот эти люди сидят и оттуда кричат: мы старшие. Так же не бывает. Если вы старшие, то покажите это, что вы старшие. Мы уважаем традиции, мы не против старших и тому подобное, но надо уже, наверное, разграничивать человека, который пожил какой-то срок, и человек, который реально старший, показывает это своими делами. Это вот и все. Вот мне кажется, даже если эти трое перечисленные тобой были там, только трое, эта организация намного бы больше вес имела, чем она имеет сейчас. Это безусловно. Хорошо, резюмируем. Что нам делать для того, чтобы Стырны-Хас, Высший Совет Осетин, был не просто действенной структурой, а еще структурой авторитетной в глазах людей? То есть, возможно ли это, Вале? И если да, то как этого добиться? Это, конечно, возможно. Тут все очень просто. Пускай каждая фамилия делегирует своих представителей вот этот Штырны-Хас. После того, как она делегировала, вот эти все люди выбирают себе на какой-то срок, пускай они там сами определят,
своего председателя, скажем так. И все, больше ничего не надо. Прямые выборы. Боря, это будет работать? Безусловно. Если реально нация задастся вопросом, что нам нужен Штернахаш, а как по мне он нам необходим, потому что он создавался как посредник между мнением народа и услышанием власти. То есть народ говорит им, они уже с властью договариваются, приходят к компромиссу, но этого не происходит. И как по мне, в наших реалиях, когда мы не то что не можем главу выбрать, но все прекрасно знают, как выборы проходят и на уровне депутатов Госдумы, и на уровне местных депутатов, ну, это не выборы, откровенно скажем, то это последний институт выборной системы, где мы реально можем влиять на выборы, на их результаты и добиваться того, чего мы хотим сообща, как коллективное, бессознательное, грубо говоря. Напоследок хотелось бы сказать, Скажи, подмыв. уверен, что Руслан будет просматривать эфир ни к Руслану Кучиеву, ни к кому-то лично из Штернахаша. У меня личных обид, претензий, уж тем более, как Руслан написал, я как врага никого не воспринимаю. Точно так же я говорил и про Битарова, и его команду. Никаких личных, как сказать, неприязни никому нет. Я просто хочу, чтобы люди, находящиеся на своих местах, исполняли, во-первых, свою работу. Вот не надо Всё. было пилить петицию. Хорошо, друзья, тогда закругляемся. Мы, правда, считаем очень важной эту тему и хотели донести до вас наши мысли, рассказать, почему Высший Совет Осетин жизненно сегодня необходим, почему в обществе есть реальный запрос на эффективное посредничество между властью и народом, и почему, к сожалению, в осетинском обществе сегодня этого института нет. Он есть на бумаге, но по факту его нет. Вале Газаев, Боря Кайтуков, движение НИВС, Руслан Тотров. Счастливо.